Оказывается, больше, чем кофе, человечество покупает только нефть. За прошлый год в мире было выпито более 500 биллионов чашек кофе, и треть из них на завтрак. В Макдональдс предлагают один из самых вкусных кофе в городе. Возьмите, например, эспрессо. Он такой крепкий, бодрящий, с золотистой пеночкой крема. Или капучино с густой молочной пенкой. В любое время дня и ночи здесь вы можете насладиться ароматным, свежемолотым кофе. Маленькая чашечка – большой заряд бодрости. А знаете ли вы, что кофе – отличный материал для создания живописи? Москвичка Юлия Гречихина создает свои шедевры с помощью этого бодрящего напитка. Прекрасно пахнет. В банку с кофе вместо ложки Юлия Гречухина опускает кисть. Пить бодрящий напиток она перестала, когда была беременной. И вот уже 3 года кофе в семье Юлии покупают исключительно для творчества. Пыталась поначалу уваривать такой кофе молотый, практически до густоты сметаны, чтобы можно было пользоваться как краской, как вот гуашью или акварелью. А потом перешла на растворимый кофе, гранулированный. Из 250 граммов сухого кофе получается лишь 1/5 часть банки краски. Так что удовольствие это не из дешевых. И на бумаге Юлия не экономит. Берет плотную акварельную, французский торшон. Такие листы не съеживаются от воды. Мне очень нравится тот эффект, который кофе дает на бумаге. Получается как ретро такие фотографии, сепийные фотографии. Приноровиться писать кофе Юле помог опыт работы с акварелью. Обе краски легкие, прозрачные и не терпят ошибок. Я начала применять сахар и соль на влажный фон. Если посыпать немного крупинок сахара, то остаются замечательные звездочки или снежинки, как в акварели. Краска не трескается, не осыпается и не выцветает. Ослабевает со временем только аромат рисунка.